Делегация 11 созыв УРОС обещала Сапхет. У насильственного захвата власти есть отрицательный эффект. Люди привлекаются и объединяются с учетом личной выгоды, торговые должности, особые привилегии и многое другое. Еще хуже это выглядит, как мы видим сегодня, это когда объединяются две политические силы, такие как Бжания Анквар. Эта объединенная команда исполняет свои обязательства, обещанные перед выборами. Только обязательства исполняются не перед народом, а перед политическими соратниками. Назначения не заканчиваются и по сей день на уже фантастически увеличенные и раздутые штаты, которые они обещали сократить. Вспоминая предвыборную кампанию, можно сделать вывод, что они не выполнили ни одного сказанного слова. Они просто наглым образом обманули народ. С таким правительством Абхазия катится под откос, где с каждым днем возникают новые угрозы для нашего государства, где в конце пути лишь опасная точка невозврата. На фоне существующих проблем в государстве забываются немаловажные вопросы, связанные с молодежной политикой и молодым поколением. Молодежь – это стержень, который является основой и фундаментом в развитии государства в будущем. Без молодежи о будущем говорить не придется, его просто не будет. Сегодня я не вижу сильную власть, способную реализовать и развивать вопросы государственной молодежной политики. Молодежь, заканчивая вузы Абхазии и России, не способна себя реализовать ни экономически, ни социально, ни интеллектуально. Образованная, талантливая молодежь не нужна. При приеме на работу никто не руководствуется уровнем образования, навыками, принимаются на работу только по родственным и политическим связям. Часто на должности назначаются люди без соответствующего образования и стажа работы. Раньше, чтобы реализовать себя